Их ждали, опасались провокаций, но парламентские выборы в Кыргызстане прошли спокойно. На 120 мест в законодательном собрании претендовало 29 партий. Это абсолютный рекорд для страны. Правда, реально преодолеть 5% барьер, именно столько нужно было набрать, чтобы пройти в парламент, смогли только 5 политических объединений. Я думаю, что если выборы пройдут честно, то беспорядков не будет. Если мы побеждаем, то наша партия выдвигает меня на пост премьер-министра. Конечно, результаты выборов могут не совпасть с нашими ожиданиями, даже ожиданиями народа. Мы заложили основу политической системы, необходимость компромисса, консенсуса всех политических сил. Естественно, мы будем признать результаты выборов. Некогда союзники, а ныне политические соперники. Арнамыс Феликса Кулова, который обещает защитить Кыргызстан железным щитом закона, активно поддерживает Россия. В случае победы партия обещает вернуть президентскую форму правления. Совсем другой точки зрения придерживается лидер Атамикена Умурбек Тихибаев. Именно под его руководством разрабатывалась новая конституция. Аналитики предполагали, что именно между этими двумя партиями развернется основная борьба. Но в итоге по количеству голосов Арнамыс только на 3-м месте, Атамикен на 5-м. А 4-м неожиданно для всех стало самое молодое объединение «Республика» Умурбека Бабанова. Такого результата не ожидали и сами кандидаты. Еще на избирательном участке лидер партии заявил о своей готовности к переговорам с другими политическими объединениями. Мы будем поддерживать партии независимости от того, что кто кого как критиковал, во имя единения, во имя мира нашей страны, чтобы мы сохранили нашу страну. Мы не допустим дестабилизации, если выборы пройдут честно. В лидерах оппозиционное объединение «Атаджурт», вокруг которого за 4 дня до выборов разгорелся скандал. В интернете появилась запись, где якобы лидер партии Камчибек Ташиев в случае победы обещает вернуть изгнанного президента Бакиева. Родственники погибших 7 апреля долго разбираться не стали. Они ворвались в партийный штаб, документы и агитационные листовки вынесли на улицу и сожгли. После этого инцидента первое место партии никто не пророчил. Мы выиграли эти выборы. Но уже на следующий день после выборов, когда появились предварительные результаты голосования, стало понятно – это победа Атаджурта. Работали не зря, то что в действительности наша партия столько пережила, столько грязи, столько черного пиара. Всегда наши противники говорили, что мы якобы бакиевские и так далее и тому подобное. Мы имеем равномерную поддержку по всему Кыргызстану. Мы партия не какого-то региона или какой-то национальности. Я думаю, мы должны победить. Социал-демократическую партию Кыргызстана не зря называют партией власти. В ней состояла Роза Тунбаева. Напротив какого объединения в бюллетене поставила галочку глава республики, осталось тайной. Хотя догадаться несложно. Социал-демократы с небольшим отставанием идут вторыми. Неплохой результат. Но это серебро с привкусом разочарования. Я не сказал бы, что мы очень удовлетворены, но мы принимаем их как есть, как данные. И в целом ситуация, значит, выборы прошли так, и те результаты, которые объявит ЦИК, мы примем. Такого расклада политических сил в стране после выборов не ожидал никто. Если полученные партиями проценты перевести в парламентские места, то получается, что полного контроля над законодательным органом власти нет ни у кого. Партиям придется объединяться. Политолог Токтагул Кокчикеев рассуждает о возможных коалициях. Они могут быть по принципу, кто хочет создать президентскую республику, это один тандем. Кто хочет остаться в парламентской системе, это второй тандем. Закручивается новая интрига. Вероятные альянсы партии власти СДПК и Атамикен и оппозиционных Арнамыс и Атаджурт. В чью сторону перевесит чаша парламентских весов, будет зависеть от Умурбека Бабанова. Кому примкнет его республика и каким будет коалиционный расклад, сказать сложно. Есть вероятность того, что политические объединения и вовсе не смогут договориться. Мы будем требовать до конца стоять. Где наши честные выборы? Для прохождения в парламент им не хватило всего 0,2%. Добиваться мест в законодательном собрании представители партии «Бютын Кыргызстан» решили уже привычным для республики методом. Со знаменами и плакатами, требуя пересчета голосов, они вышли на площадь в столице, в селе Кызылсу Иссыкульской области и в Аше. Причем, как отмечают присутствовавшие, участники акции иногда путались, говоря о том, какую партию они пришли поддержать. Но сколько бы ни было проявлений недовольства, эксперты говорят, что на результаты выборов это существенно не повлияет.